я должна сделать очень важное сообщение. Телеканал «Тамэр» впервые проводит конкурс юных музыкантов «Елькен». Это уникальная возможность показать себя, показать свои творческие достижения, посмотреть на других, получить массу позитивных эмоций. Играть музыку такую близкую, родную, очень круто. Хочу вам пожелать, конечно же, побед, творческих побед. Вы достойны большой и настоящей сцены. В культуре башкир классическая музыка занимает особенное место. Башкирская классика по праву считается брендом республики, имеет богатую историю и внушительное настоящее. Своими корнями башкирская классика уходит в богатое народное творчество, отражает историю, душу народа, его мечту и жизненную силу. Первый телевизионный конкурс юных музыкантов «Елькен» «Парус» дает новое дыхание произведениям башкирских композиторов. Юные музыканты, как парус времени, несут историю в музыке в будущее. Представляем уважаемое жюри первого телевизионного конкурса юных музыкантов «Елькен». Кларнетист, лауреат международных конкурсов, лауреат Государственной республиканской молодежной премии имени Шехзады Бабича, заслуженный артист Республики Башкортостан, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Артур Назиуллин. Пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России и Башкортостана, лауреат Государственной молодежной премии имени Шейхзады Бабича, доцент кафедр специального фортепиано и композиции Уфимского института искусств Шаура Сагитова. Заслуженный артист Республики Башкортостан, солист и концертмейстер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Ильшат Муслимов. Старший преподаватель кафедры истории музыки Уфимского государственного института искусств, лектор-музыковед, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Виктория Симонова. Кураист, кубызист, думбырист, мастер горлового пения, заведующий кафедрой традиционного музыкального исполнительства Уфимского государственного института искусств, заслуженный работник культуры Республики Артур Гайсаров. Что ты, откуда ты к нам приехала? Я приехала из города Салавата, учусь в музыкальной школе юных талантов имени Владимира Спивакова, 6-й год. Вообще мне тембрально ты понравился. И были, конечно, царапины, но это живое исполнение. Они бывают у всех, царапины, но такая уже ритмическая устойчивость чувствуется. И, ну, нервничала немножко, да? Да. Самое главное у духовика сдает волнение – это неровный выдох. Особенно в серединочке чувствовалось, что ты нервничаешь, и у тебя выдох был неровный. Это сразу слышно. А так, действительно, какие-то профессиональные уже моменты и слышны, и это очень приятно. Валерия, я от души поздравляю вас с хорошим выступлением. Помимо чисто технических моментов, которые вот по марке, да, те в 16 сердце, которые были, я бы хотел отметить
еще некоторые такие музыкантские наши моменты в нашей музыкантской вот кухне. Вы, наверное, обратили внимание, с каким отношением играет ваш концертмейстер? Вы же, наверное, давно уже играете в дуэте, да? Посмотрите, как она бережно относится вот к каждой фразе, к каждому звуку, как она это вам передает. Наверное, обращали на это внимание, да? То есть вы должны как-то, ну не то чтобы должны, ну вообще желательно, чтобы вы в ансамбле гармонировали как-то, чтобы у вас был именно красивый ансамбль, а не то, что вот как бы у концертмейстера, и я там стою, вот что-то играю, да? Это должен именно ансамбль, ансамблевые пьесы. Я думаю, тебе знакомо термин такой «филировка звука». Обработка, филировка, как ты его заканчиваешь красиво, да, как вот он вот незаметно тает, например, или усиливается также вот красиво, так ведь? Обработка, работа со звуком. Вот ты уже, я думаю, что человек взрослый и понимаешь такие вещи, поэтому надеюсь на твое понимание и желаю тебе дальнейших творческих успехов. Спасибо. Спасибо. Валерия, я тебя поздравляю с выступлением. Действительно, человек уже знает, чего он хочет в музыке, что он хочет до нас донести. Единственное, я хотела бы немножко такое тоже пожелание высказать технического плана. Я понимаю вот эту большую сложность для исполнителей духовиков, когда у вас очень длинная фраза, и вы вынуждены где-то посередине брать дыхание. Да, это вот большая сложность, и я тебе хочу пожелать не волноваться в этом моменте, потому что ты думаешь о том, как ты возьмешь дыхание это быстренько, и иногда немножко съедаешь конец фразы, которая перед этим следует. Это понятное такое вот чувство, что ты сейчас не успеешь его взять, но поверь, ты успеваешь, иногда даже наоборот нервничаешь и берешь дыхание раньше, вступаешь раньше. Спокойно завершай предыдущую фразу и также спокойно, естественно, бери дыхание. То есть вот это вот какое-то такое мое одно пожелание. А так Хорошее пожелание, правильно. очень, очень благоприятное впечатление, очень приятно было слушать. Спасибо. Спасибо.
Поздравляю, здорово просто. Ты знаешь, большое впечатление произвело лично на меня то, что редко когда бывает, что вот начинающие музыканты, струнники в частности, обладают такой правой рукой. Ну, это просто, это вот такие смены, я просто могу сказать, как специалист в области элементарно, да, что на самом деле это редкое явление. Это просто и большой респект педагогу, и ты молодец, что вот так вот благополучно, скажем, обстоят с этим дела. Вот. Просто по музыке еще некоторые вещи хотел сказать. Перед повторением темы ты играешь на доминанте ла-та-та, несколько раз повторяется эта нота. И скажи, пожалуйста, ты специально ее без вибрации прям подряд несколько раз играл? Или так получилось? Или так задумано? Вот как все-таки? Ну, наверное, специально. Специально так. Вот ты так увидела, что вот именно эту ноту не нужно вибрировать. Потому что в конце ты вот красиво протянула и прям каждую ноту вот на ней насладилась, остановилась, и в последнюю в том числе. А вот перед повторением темы прям несколько раз одна нота была вот просто без вибраций. Вот тебе так захотелось именно, так, да? Ну, да, наверное. Ну, похвально, наверное, то, что это вот твое вот уже индивидуальное видение, отношение. А так, большое спасибо. Здорово. Зида, я скажу, как твой коллега. Все знают меня как кларнетиста, но в 5 лет я играл на виолончели. И именно у твоего профессора Марка Донатовича. Поэтому мы с тобой дети одного отца. Ты во сколько лет взяла виолончели? Я в 5. Ну вот мы с тобой даже в 1 год взяли виолончели, правда, с разницей там несколько десятков лет. Поэтому, слушай, ну я, конечно, не играл такие произведения. У меня было очень серьезное произведение. Я играл «Тяжелый поезд». Ты не играл «Тяжелый поезд»? Это тебе не какой-то там лирический танец или еще что-то, или концерт Гайдена. Это «Тяжелый поезд». Это серьезное произведение, видишь? Вот. Поэтому, конечно, очень приятно, когда детки играют на виолончели. Я вот в свое время, видите, променял его на более легкий по весу инструмент, на кларнет. А ты давай терпи. А что ты вот любишь делать помимо музыкальных занятий? Мне почему-то показалось, что ты должна хорошо рисовать. Потому что ты так рисовала сейчас звуками, показала разные приемы игры. Просто как будто это были сменяющие друг друга картины. Несмотря на то, что название у произведения спокойное, романс. Романс может быть обо всем, о чем угодно. А ты показала разные настроения. И они были прям такие живописные. Мне очень нравится эта твоя черта. Я бы тебе посоветовала ее продолжать развивать. Рисовать музыкой. Спасибо большое. Сәлем, Идел. Аслында айтканда без Иделди беләбез, күзәтеп киләбез. Бүген конкурсларда катнашам. Афарин. Бүген дә һин ошо конкурста бидәк булып тораһың, бик матур уянның. Техник яктан нимә әйткән килә? Фортепиано адрак кына не строилы. Шуга урайды бәлки икенчерәк тә алыргарактыр, бәлки шулай бер нимә эшләргәрәктер. Шул як турында тоже укытусыгыз менән уйлаштырыгыз.
Һәм әлбиттә үсеп киләһең, шулай дәвам ит, бер ташлама, туктама. Нисек кенә һин мактаһалар да көн һайын шулай шөгыльлән, развивайся, ярыймы? Ду рәхмәт. Иҙел, һин көнөнә нисә сәғәт уйнайһың? 2 часа. О, 2 сәғәт. Ҡурайҙа ул мин күп дип уйлайым, ҡатмарлы ҡыйын да инде. Молодец, снапта һин бында рәхәтләнеп, ләззәтләнеп уйнауың беҙгә күренә. Һиңә уңыштар, бигерәк снапта ҙур артист һымаҡ тотаһың үҙеңде сәхнәлә. Артабан күп итеп заниматься ит. Рәхмәт. Камила, поздравляем тебя с выступлением. Скажи, пожалуйста, ты сама выбрала фортепиано? Ну да, сама выбрала. Ага. Мне кажется, ты прямо очень правильно и удачно выбрала инструмент, потому что мне все просто понравилось. Мне очень понравилось, как ты чувствуешь инструмент, как ты чувствуешь музыку, как ты передаешь, как ты моментально меняешься. Даже когда играешь одну и ту же фразу, ты ее каждый раз играешь по-разному. И, казалось бы, мы ее уже слышали, а ты каждый раз нас удивляешь. Это очень здорово, когда ты знаешь произведение, а тебя все равно им могут удивить. Вот. Это очень большое, мне кажется, ценное такое качество. Желаю тебе удачи, дерзай дальше. Спасибо. Камила, мне очень понравилось то, что ты сейчас сделала за роялем. Если бы ты могла играть, не глядя на клавиатуру, а прям повернулась и смотрела бы на нас, ты бы увидела много интересного. Потому что мы так реагировали на каждую твою фразу. Нам было интересно, что ты скажешь дальше. Произведения классиков башкирской музыки заиграли какими-то новыми красками под твоими руками. И я себе представила, вот ты сейчас сидишь за роялем, тебе всего 11 лет. А не так давно вот эта девушка, маленькая, кудрявая, тоже сидела здесь за роялем, играла, и какая-нибудь взрослая дама ей говорила что-то ценное. Ты знаешь, пройдешь не так много лет, ты будешь сидеть вот на этом месте, и скажи какие-нибудь хорошие слова, такие же, как сказала сейчас Шаура тебе, чтобы девочке в дальнейшем было еще интереснее заниматься. Ты нам очень понравилась. Спасибо.
Конкурсный тур телеконкурса «Елькан» пролетел ярко, насыщенно, незабываемо, дружно, тепло и по-настоящему творчески. Весь октябрь, каждый вечер четверга конкурсную программу юных музыкантов слушала вся республика. В финале юные музыканты исполняют свою программу в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан под управлением дирижера Дмитрия Крюкова. Всегда стараюсь с большим уважением, конечно, относиться ко всем солистам, но с детьми, по моим представлениям, самое главное, чтобы они чувствовали в любых обстоятельствах, что они могут играть, потому что, конечно, я понимаю сам, как человек, который прошел через музыкальную школу, например, иногда руки опускаются, например, что-то у тебя не получается, и ребенок расстраивается, и тем не менее педагог, конечно, должен указывать на недостатки, иначе невозможен рост. Финал и гала-концерт первого телевизионного конкурса юных музыкантов «Елькан» состоялся на главной сцене республики, в прямом эфире главного телеканала. Наша основная задача, чтобы ребята раскрылись и уже почувствовали себя настоящими артистами, некуда отступать. Я воодушевилась работой с Национальным симфоническим оркестром. В особенности мне понравился дирижер Дмитрий Сергеевич. Он мне запал в сердце. И после этого я точно поняла, что занимаюсь любимым делом — музыкой. Спасибо. Руку. Молодец. Поздравляю.
Валерия Емелина. Для нас это очень большой опыт, ответственный момент. И для девочек, конечно, будет хорошим, ярким воспоминанием таким детства. Но я жду победы, я жду хороших успехов в себе. Но мне, естественно, я буду очень рада, если я побежду. Вот фермат мы взяли. Фермата. 3-4 раз.
Зида Бегаева. Было очень необычно, и я рад, что Дмитрий Сергеевич меня похвалил, и было очень хорошо. Я очень люблю играть на курае, я почти живу этим. Хочу выразить огромную благодарность своим родителям и учителям, которые мне в этом помогали. Передаю вам большой привет всем. Браво!
оркестром я играю в первый раз. Ощущения передать сложно. Радость такая, с небольшим волнением. Только конец, не торопи, да? Там, и, пам, чуть-чуть, понятно? Молодец, отлично, отлично, браво. Кто следующий?
Башкирская земля дала миру выдающихся деятелей классической музыки. Их имена считаются достоянием республики. Телевизионный проект «Елькэн» стал связующим звеном музыкального наследия разных эпох и поколений. Наш парус «Елькэн» сохраняет прошлое, создает настоящее и мчится в будущее. И нам выпало счастье плыть с нашими талантами под одним парусом, чувствовать пульс времени и ветер истории.